Овощи, доставленные накануне из центральных районов Якутии, жители Зырянки раскупили за 4 часа. На 3 самолетах доставили 12 тонн съедобного груза. О причине такого ажиотажа расскажет Наталья Ломанова. Из-за июньского наводнения корнеплоды на огородах у жителей Зырянки и Верхнеколымска не уродились. Централизованная закупка овощей у аграриев в Магаданской области тоже сорвалась. К концу навигации обмелела река, гарантии того, что груз дойдет до потребителя, не было. Выходом из положения стала доставка растительной продукции из центральных районов Якутии самолетами. Вот исходя из этой ситуации, пришлось обратиться, значит, на уровень правительственных структур о том, чтобы изменить схему поставки овощей. По двум направлениям этот вопрос решился. Значит, один поставщик – это Туймада Агроснаб, второй, значит, поставщик – это Якутопторг. На 3 самолетах в общем прибыло 12 тонн овощей. Большая часть груза досталась образовательным учреждениям населенных пунктов, пострадавших в летнем паводке. Оставшиеся корнеплоды не залежались. Жители Зырянки раскупили их за несколько часов. Причем первым закончился картофель. Мы картошку посадили весной, как положено, как все, а картошку затопило. Удобрение все уплыло с наводнением. Наводнение ушло, мы опять картошку посадили, а лето было плохое, холодное, недождливое. Что не утонуло в наводнение, то засохло за лето, и картошка не выросла. Поэтому приходится покупать, нам же надо как-то жить. В этом году спрос на овощи в районе высокий. Впрочем, те, кто не успел приобрести корнеплоды сейчас, смогут это сделать позже. Если Туймада Агроснаб уже полностью завершил поставки в Верхнеколымский район, то Якутопторг будет доставлять овощи по мере необходимости. Наталья Ломанова, НВК Саха, Зырянка.